Воскресенье, 21:30 на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. 5 дней для уроков, суббота для досуга. Давайте всех детей научим танцевать вальс. Каждый наш школьник, выходя, должен уметь вальс. Вместе с аттестатом выпускники получат водительские права, лучшие школы гранты, сельские учителя по 600 тысяч рублей подъемных. В системе образования грядут большие перемены. Разъяренные дамы под градусом, ящики с контрафактной водкой, фляги с самогоном. Прямо пронумерованные. Ну, я должен знать, когда я поставил или нет. Операция «Алкоголь» стартовала в республике. Кто топит чужие жизни на дне бутылки и когда закроют окна смерти, от которых страдают дети. История, разобранная по кирпичам. Все кирпичи. Это все кирпичи с памятника архитектуры. Лютеранская кирха, позже Сименовская мельница, а сейчас обычная дорога. Памятник архитектуры затоптали из-за ошибки в адресах. Вкусно, полезно и гипераллергенно. Если бы еще увеличили бы срок получки до 3-летнего возраста ребенка, еще было бы идеально. В регионе хотят возобновить работу молочных кухонь. Кто сможет рассчитывать на бесплатное диетическое питание? Переход на пятидневку, поддержка сельских учителей и поощрение лучших школ республики крупными грантами. Эти темы стали ключевыми на форуме школьного образования «Взлетай». Он прошел в Башкортостане впервые. Инициатором встречи выступил Ради Хабиров, впрочем, как и генератором нововведений, чтобы наши дети получали аттестаты не измотанными и задерганными, как выразился он, а здоровыми и счастливыми. К тому же вместе со средним образованием впредь в школах должны получать навыки вождения, уметь свободно говорить на иностранном языке и танцевать вальс, а не разучивать его в ночь перед выпускным. Все подробности у Равиля Ватолина. Давайте вместе задумаемся, может быть, нам в республике перейти на пятидневную учебную неделю. Инициативу главы республики участники форума встречают бурными аплодисментами. Переход на пятидневную учебную неделю ждали многие. Но озвучивать мысли вслух учителя не осмеливались. Слишком прочно вросла суббота в учебный план. И, казалось бы, убери ее, ученики отстанут от программы. Однако Ради Хабиров уверен, вместо пользы шестидневка приносит лишь вред. Это действительно довольно уже измотанный, издерганный ребенок, которому вот 6 дней в неделю мы вот пытаемся дать ему знания. А в то же время мы хотели бы, чтобы наши дети все-таки выходили из школ здоровыми, счастливыми, нравственно красивыми людьми. Поэтому предлагаем перейти на пятидневную. Пятидневка никак не скажется на учебном плане, уверены в тех школах, где эту систему практикуют много лет. В Уфе по ней занимается половина начальных классов и треть старшеклассников. А это десятки тысяч школьников, успеваемость которых даже выше тех, кто ходит в школу по субботам. Вот эта проблема все равно же была субботняя такая, когда некоторые хотели уже выезжать за город. Вот этой проблемы нет. По пятидневке есть другой учебный план немножко на пятидневную рабочую неделю. Он буквально там по некоторым предметам на 1-2 часа меньше, но с учетом просто интенсивной насыщенности на уроке весь материал укладывается в рамку пятидневной рабочей недели. Инициатива привить ученикам помимо теоретических знаний еще и практические навыки также была с радостью воспринята залом. Ради Хабиров предложил вернуть в школы курсы автомастерства, чтобы каждый выпускник вместе с аттестатом получал и водительские права. Причем отличникам плату компенсируют, льготы получат малоимущие и многодетные семьи. Простая компетенция или простой навык. Давайте всех детей научим танцевать вальс. Каждый наш школьник, выходя, должен уметь вальс. Не просто вот топтаться, вот как танцует, а именно настоящий вот вальс. Подумайте, пожалуйста, мне кажется, что нужно еще человеку. Это базовый английский разговорный язык. Умение играть в шахматы, умение знания языков, национальной культуры. Пристальное внимание теперь уделят и сельским школам. Ради Хабиров поручил ликвидировать проблему нехватки предметников в деревнях. Для этого в республике уже в этом году внедрят программу «Сельский учитель». По аналогии с земским доктором, педагоги, решившие переехать на село, получат грант в 600 тысяч рублей и возможность получить земельный участок. Есть такая проблема сейчас в больницах, то что вот, земский доктор программа есть, и эти доктора приезжают, отрабатывают 5 лет, набираются опыту и уезжают в города.
Чтобы вот такого с сельскими учителями не было, вот этот момент, наверное, нужно будет включить, рассмотреть в данной программе. В ближайшее время в республике пересмотрят и подвоз учеников на автобусах. Теперь они будут выезжать не из школьного двора, а из теплых гаражей Башавтотранса. Ради Хабиров отметил, директора не должны думать, где взять ГСМ, исправен ли транспорт и здоров ли водитель. Директор школы не должен отвечать и переживать, пришел автобус, не пришел. Этим должна заниматься профессиональная организация перевозки. В моем видении это надо постепенно передавать Башавтотрансу. Это как бы рабочая пока версия, мы посмотрим. То есть подбор кадров, ведение их, повышение квалификации, надзор за ними, контроль за ними. Это все все-таки должен не совсем директор в нашем понимании заниматься школой. Форум «Взлетай» выявил множество болевых точек системы образования. Отныне школы будут рейтинговать. Лучшим выделят крупные гранты на создание кружков и секций. Директорам также поставили задачу сделать уроки по-настоящему интересными, чтобы дети с удовольствием ходили в школу. Мы должны сформировать именно интерес к обучению и умение учиться. И тогда перед ребенком открыты все пути, выбор из профессий и построение его будущей жизни. Первый форум школьного образования ориентирован именно на директоров школ. Их здесь больше всего, свыше 600 человек. Как говорят организаторы форума, такого опыта сбора руководителей образовательных учреждений в республике еще не было. На августовском совещании собирают начальников РАНО, а вот мнение директоров школ обычно не спрашивают. И вот именно это в корне неверно, уверен Ради Хабиров. Равиль Ватолин, Артур Ханов, Расуль Шагимарданов. Итоги недели. Уфа. Готова ли система образования к таким реформам и когда ждать нововведений? Об этом поговорим прямо сейчас с экспертом. Гость студии сегодня исполняющий обязанности министра образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин. Добрый вечер, Айбулат Вакилович. Добрый вечер. Пожалуй, главный вопрос, который сейчас интересует всех сопричастных, что будет с уроками, которые стоят в расписании в субботу? Их раскидают по другим дням или от каких-то предметов откажутся? Однозначно сокращение количества учебных предметов не произойдет. Есть образовательные стандарты федерального уровня, которые требуют наличия конкретного указанного числа учебных дисциплин, которые должны присутствовать в расписании. Но при этом есть санитарно-эпидемиологические нормы, которые у нас обязывают максимальное количество часов в неделю при 5-дневной и при 6-дневной неделе. То есть в данном случае пропорционально сократится количество часов по всем учебным предметам, если школа переходит на 5-дневный учебный режим. То есть не получится так, что нагрузка ляжет на будни, а вторая смена уйдет только ближе к полуночи? Нет, конечно, нет, однозначно. Когда ждать нововведений? С нового учебного года или уже после каникул? Уже начали вопрос прорабатывать, начиная с того момента, как глава республики объявил новый формат обучения в школах, с руководителем органов управления, с директорами школ. Первая, наверное, волна пойдет у нас уже с 1 апреля. Часть образовательных организаций, почему 1 апреля, это 4-я четверть. Образовательных организаций на уровне основного общего образования, вероятнее всего, и начального общего образования, вероятнее всего, уже уйдет на 5-дневный режим. Следовательно, с сентября месяца часть образовательных организаций, которые оставили еще у себя 6-дневный режим, также будут переходить на 5-дневный. Но я здесь еще раз поясню, что все-таки это право образовательной организации, право участников образовательных отношений. Поэтому в любом случае это решение будет приниматься коллегиально и с родительским сообществом, и с ученическим. Ну вот форум прошел в пятницу, как раз-таки накануне субботы, и многие школьники уже думали, а надо ли завтра идти в школу. Да. Ради Хабиров на своей странице ВКонтакте запустил социальный опрос, задался вопросом, правильно ли идея самой пятидневки, и вот каким образом разделились голоса. В целом 95% опрошенных выступают за то, чтобы субботу все-таки освободить, при этом 38% считают, что общественная или спортивная нагрузка все-таки нужна, но более половины за то, чтобы совсем в субботу в школу не ходить. И лишь 4% выступают за то, чтобы оставить все как есть. Здесь на благодатную почву упало зерно. Понятно, что все родители, наверное, и все школьники ожидали. Школьники голосуют активно голосуют, я это вижу, да, ожидают 5-дневного учебного режима. Но надо понимать, что все равно, как и объявил уже глава республики, одна из суббот в течение месяца будет посвящена все-таки сплочению, командообразованию обучающихся, и когда все школьники совместно с родителями, совместно
с учителями будут собираться в образовательных организациях и заниматься повышением, развитием конкурентоспособности наших выпускников. А вот та категория последняя, которая 4%, я даже вот не сомневаюсь, что вероятнее всего это педагоги, которые голосовали, консерваторы, которые боятся, в первую очередь, я понимаю, того, что при сокращении учебной нагрузки, соответственно, сократится и ставки, количество часов, при этом боятся, наверное, снижения заработной платы, этого не произойдет. Автодело, иностранный язык, вальс. Кстати, вы танцуете вальс? Учился в свое время. Вот что потребовало Ради Хабиров, чтобы умели делать выпускники. Это тоже будет как раз-таки в субботу или в будни? Нет, мы немножко разводим эти понятия. Проект, который будет запущен в республиканских школах, проект «Взлетай», с нашей спецификой, республиканской спецификой, будет реализован в рамках образовательного процесса в течение 5 дней. То есть на 6-й день не повлияет. И вот еще одним громким заявлением форума, которому зал также бурно аплодировал, было 600 тысяч рублей сельским учителям. Каков сейчас дефицит и каких предметников не хватает в первую очередь? Сельская школа голодает, кадров на самом деле не хватает. Не хватает предметников по физике, по иностранному языку. Что удивительно, по математике не хватает нам учителей. Очень сложная ситуация с учителями биологии и химии. Это как раз то, что выбирает ЕГЭ, да? Да, и самое главное, ведь эти предметы, они являются наиболее популярными при выборе, да, прохождения государственной итоговой аттестации. Кроме того, идет старение кадров. Далеко за 50 уже перевалило на средний возраст сельского учителя. Не забывайте о малокомплектных школах, их у нас более 180, где на самом деле вот полифункциональные уже учителя, об этом и Ради Фарич говорил, да, то, что вот учитель физкультуры, но это нонсенс, ведет одновременно и предметы, связанные естественно, научно, если бы только ОБЖ. Я видел примеры, когда учитель физкультуры, физической культуры ведет химию. Но до абсурда доходит. Понятно, что нам сейчас очень важно вытянуть на село молодых педагогов. Проект замечательный, он просто вот абсолютно сейчас нужный. Школа, поверьте мне, вот буквально несколько лет, 3-4 года, если этот проект, я уверен, что он заработает. И ситуация выправится. И этот, да, проект, он позволит, конечно, ситуацию улучшить однозначно. Исправить ее до конца, наверное, потребуется большего количества времени, но улучшит. Вот, Айбулат Вакилович, вкратце, готова ли наша школа к таким реформам, да или нет? Безусловно, готова. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию и ответить на наши вопросы. А я напоминаю, мы говорили о готовности наших школ к большим переменам. Семья с 5-месячным ребенком сегодняшнюю ночь провела в пункте временного размещения Сибая. В городе были зафиксированы кратковременные превышения ПДК вредных веществ до 25 раз. Вследствие этого жителям поселка Золото, прилегающего к карьеру, было предложено перебраться в безопасное место. Организовали автобусы и развернули 4 пункта, но желающих туда поехать, кроме семьи с грудным ребенком, не оказалось. Между тем, затапливать карьер с тлеющей рудой уже начали. 1 февраля на полную мощность до 10 тысяч кубометров воды в сутки планируется выйти 8 числа. Ради Хабиров поставил задачу закрыть эту историю до 20 марта. Руководитель республики встретился с активистами движения «Сибай-дыши». Жизнь может получиться так. Мы подтопим, потом уберем, и через 2-3 года он может опять полыхнуть. Тем более, что, опять же, влага, биохимические процессы и все прочее. Поэтому мы, после того, как подтопим, у нас будет, по сути, это некий тайм-аут для того, чтобы мы спокойно, вдумчиво с комбинатом переговорили, что делать с этим карьером. Мы оставлять вот эту ситуацию так не будем. В городе продолжает работу медицинский десант из Уфы. К ним присоединились и специалисты Всероссийского центра глазной и пластической хирургии. По словам его руководителя Эрнста Мулдашева, в случае необходимости центр готов бесплатно и без очереди принять жителей Сибая на лечение. Мы сделаем все так, несмотря на очередь, штаб создан, и здесь будет оказываться первоочередная помощь дорогому Сибаю. Мы будем консультировать больных, но самое главное, врачи, чтобы поняли, каких больных целесообразно к нам направлять. А у нас лечится и бронхиальная астма,
У нас лечатся иммунные заболевания, у нас очень сильный, мощный центр, и я думаю, что мы будем здесь очень полезны. На этой неделе в нескольких районах республики прошли антиалкогольные рейды. Этого потребовал Ради Хабиров, назвав подпольную торговлю нелегальным алкоголем не иначе как геноцидом нации. Первые результаты – более 500 протоколов, почти 4 миллиона рублей наложенных штрафов и сотни литров изъятого контрафактного алкоголя. В Абзалиловском районе вместе с полицейскими работали наши корреспонденты, заснявшие масштабы торговли суррогатом. По этой причине они едва не стали жертвами подпольных продавцов. С места событий специальный репортаж Емеля Басареева. Так в одном из дворов гостеприимно встречают полицейских и журналистов. В ход у хозяйки идут камни и доски. За порог не пускает и угрожает даже натравить собак. Но перед законом женщине придется ответить. Контрольная закупка уже сделана. Контрафактную водку она продала несколько минут назад своему постоянному клиенту. Она сама делает или где-то? Она сама делает. Сама делает, да? Да. Какая цена? Почем берешь? По 100 рублей, по 150. Наши коллеги чуть было не стали жертвами разгоряченных дам в деревне Атавды. Девушки явно не хотели прославиться, как торговцы паленой водкой. Выйти из ситуации решили креативно. Чтобы оператор выключил камеру, одна барышня начала раздеваться. Не спать собиралась. Снимайте и показывайте по телефону, по телевизору. Легкий стриптиз не смутил ни журналистов, ни полицейских. После осмотра в спальне под кроватью удалось обнаружить спиртной запас. Его предприимчивые девушки продавали по 150 рублей за бутылку. По словам главного врача Центральной районной больницы, именно это зло не дает пустовать палатам наркологического отделения. Случаи у нас отравлением постоянно случаются. Мы в лидирующих положениях по республике занимаем места не только по отравлению, но и по смертности суррогатами алкоголя. В прошлом году он унес жизни 8 человек. Столько же с начала этого года поступило с переохлаждением. 4 пришлось ампутировать ноги. Этого 31-летнего парня врачи успели спасти. Та самая дешевая водка за 100 рублей из-под полы могла и его забрать на тот свет. Глядя на других, как другие выпивают, как другие пьют, я тоже стал потихоньку выпивать. Сначала понемножку, а потом все больше и больше. А потом уже меру потерял и в конце концов попал в эту клинику с отравлением. На спиртном Азат поставил крест и планирует начать новую жизнь. А вот самых близких людей Альфии Гималовой уже не вернуть. 2 года назад сначала мужа, а потом сына забрал зеленый змей. Дошло до того, что они выносили все из дома и продавали, а потом на эти деньги покупали самогон. Я слышала, что в него что только не добавляют, даже куриный помет. В итоге спились и умерли. В заключение судмедэксперта отравились алкоголем. Мне сказали, что у них там все сгорело внутри – печень, почки и другие органы. Еще один резонансный случай, который потряс весь район, произошел недавно. Бабушка, перебрав спиртного, не углядела за 1,5-годовалой внучкой. Ребенок был сам по себе предоставлен. И выйдя из дома, оказавшись в бассейне, ребенок просто не смог выбраться и впоследствии утонул. Теперь уже этой самой бабушке предстоит понести уголовную ответственность за причинение смерти по неосторожности. Остановить торговлю смертью прямо сейчас. Такова позиция Радия Хабирова в вопросе подпольной торговли нелегальным алкоголем, которую он назвал не иначе как геноцидом. Я действительно общался с главами сельских поселений. И вот даже взять Абзалиловский район, глава сказал цифру, он говорит, вот мне собрали главы поселений, мне говорят 248 точек, где ночью в любое время можно прийти и купить вот в этих 5-литровых банках, соответственно, что-то типа спирта. Скажите, почему торгуете спиртом? Ну, не хватает на жизнь. Поэтому... Такой ответ почти у каждого второго, кто торгует злом. Это я на свадьбу говорю, готов. Что, у вас так часто свадьбы бывает, что ли? Не часто свадьбы. У вас прямо пронумерованные. Ну, я должен знать, когда я поставил или нет.
Торгуют не только из дома. В магазине села Халилова во время рейда под прилавком обнаружили более 20 бутылок водки. Хотя лицензии на продажу спиртосодержащей продукции нет. Сам хозяин магазина скрывается. Вместо него на вопросы отвечала супруга. А почему в вашем магазине водку обнаружили? Я не знаю. Ну как вы не можете знать, вы хозяйка этого магазина, это ваш магазин? Я не хозяйка. Я жена хозяина просто. Утверждает, что не знает, откуда в гараже коробки с алкоголем. На всех бутылках акцизы, но их подлинность под сомнением. Только за первые 2 дня операции полицейские изъяли около 500 литров контрафактного алкоголя. В основном его продавали не в магазинах, а прямо из дома. Полицейские говорят, что это лишь малая часть незаконного алкобизнеса. По результатам проверок сотрудники полиции на территории Абзелиловского района выявили около 50 фактов нарушения законодательства при реализации алкогольной и табачной продукции. Возбуждено около 40 административных дел. За незаконную торговлю спиртным 50 тысяч рублей штрафа физическим лицам и 200 тысяч предпринимателям. Повторное нарушение уже грозит лишением свободы на 1 год. Всего лишь год за то, что топят на дне бутылки человеческие жизни. Эмиль Басарев, Руслан Батыргареев, Азат Ишбулатов, Расуль Шагимарданов, Родион Матвеев, Антон Барков и Константин Романов. Итоги недели. Операция «Алкоголь» продолжается. Задача дойти до каждой маленькой деревни и наказать виновных. Сразу после итогов смотрите развернутое интервью с прокурором Абзелиловского района. На благоустройство геопарка Таратау для туристов может понадобиться от 5 до 10 лет. Такую предварительную оценку дал Сергей Капков. Основоположник паркового движения России сравнил Шихан с известной во всем мире японской горой Фудзияма. Его задача – создать концепцию для привлечения туристов со всего мира. Ученый определил 3 ключевые позиции. Это сама гора, ближайший водоем и лагерь ГУЛАГа для политзаключенных у подножия Шихана, который тоже нужно восстановить. К тому же необходим календарь событий, экскурсии для школьников и фотосессии для молодоженов. Это, знаете, как понятие места силы. У этого места есть мифология, история. Это место заметное, даже когда ты просто ездишь из Уфы, его уже видно с трассы, ты понимаешь, куда ты едешь. Мне кажется, что огромный потенциал у этого места. Прекрасно, что оно останется таким же нетронутым. Сцены на воде и лыжня вместо автомобильной дороги могут появиться на Уфимской набережной. Автор знаменитого столичного парка Горького будет разрабатывать и программу благоустройства городов Башкортостана. В частности, эксперт посоветовал разместить баннеры с фотографиями природы Башкортостана в аэропортах Москвы, а строить узнаваемость республики на именах Земфиры, Юрия Шевчука, Сергея Довлатова и Рудольфа Нуриева. В Стерлитамаке бизнесмен разобрал старинный памятник архитектуры и построил из его кирпичей дорогу. Под колеса ушла часть лютеранской церкви, которая служила некоторое время еще и мельницей. О вопиющем случае сообщили активисты архзащиты, блогеры возмущены. Мол, на дворе уже далеко не 30-е годы, так почему же разрушается храм? Кто топчет историю, в ситуации разбиралась моя коллега Лилия Курбанова. Это все кирпичи. Это все кирпичи с памятника архитектуры, уничтоженного в городе Стерлитамак. Путь на экскурсию к старинной церкви буквально выложен из истории. Строительным материалом для дороги стали кирпичи, из которых когда-то был построен храм. Тревогу подняли блогеры. Активисты архзащиты негодуют, мол, над историей глумятся все в округе. Вот еще по соседству вырастает теплица в стиле лофт. По мнению общественников, она тоже построена из старинных кирпичей. От объекта культурного наследия едва остались стены. Памятник, который хранит историю, служит сейчас скорее сараем, в котором хранятся строительные материалы. Строительство церкви началось в 1910 году. В 30-е годы, когда начались гонения на церкви, владельцем здания стал купец Михаил Симонов. Он переоборудовал недостроенный храм под паровую мельницу. Она проработала около 30 лет и была заброшена. За ремонт храма взялись верующие. Специалисты предполагают, православные, скорее всего, надеялись, что здесь, на окраине города, их попросту не найдут. И у нее, что интересно, именно на рубеже 50-х, 60-х годов была построена звонница. Она была невысокая, потому что высокую строить не разрешали на тот момент, на то тревожное время, так скажем. И советские власти города Стерлитамака опомнились и вытеснили православную общину Стерлитамака и из этого здания. В июле прошлого года церковь, она же Симоновская мельница, официально обрела статус памятника архитектуры. 27 января к нам в управление поступила информация о том, что ведется демонтаж данного объекта
Нашим управлением были проведены мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия, в ходе которого было установлено, что действительно ведется разбор данного объекта, кирпичи расчищаются. К слову, стоимость старинного кирпича на порядок выше современных. Ценность измеряется уникальностью. Коллекционер Денис Сабиров рассказывает, в Питере и Москве за такими экземплярами и вовсе идет охота. Когда его в распиле режут, у него интересная фактурность появляется. То есть я вам сейчас показать не могу, то есть его надо смотреть в распиле. То есть у него там разнообразие такое происходит. То есть каждый кирпич, он уже неповторим, то есть где-то его подварили, он стал потемнее, где-то не доварили, наоборот. То есть за свою красоту он и привлекает дизайнеров, коллекционеров. Разбирать исторический памятник в конце прошлого года начал владелец постройки. В 2011 году здание выкупил местный предприниматель Андрей Лейхнер. По словам бизнесмена, приобретение было сделано исключительно с благими намерениями. Мужчина собирался восстановить здание. А для строительства дороги говорит, что использовал только совсем разрушенные кирпичи. Приехал эксперт, который сказал, что если я сейчас не начну это разбирать все, то вот эти отслоившиеся части, которые не стянуты, там часть церкви была стянута шпильками, а те части, которые не стянуты, которые стены завалены, то они упадут и могут люди пострадать. По словам предпринимателя, прежде чем начать разбирать здание на кирпичи, он обратился в администрацию Стерлитамака за градостроительным планом. В документах черным по белому. На территории по адресу Халтурина 192 нет памятников истории и культуры. Объект по улице Халтурина 192 не включен в перечень объектов культурного наследия. Выясняется, что по документам Симоновская мельница значится по адресу Юсупова 1. По сути, бюрократическая ошибка и вызвала такой резонанс. Кто виноват? В ситуации предстоит разобраться правоохранителям. К слову, за порчу архитектурного памятника может грозить уголовная ответственность. Так, недавно пошел под суд житель Нефтекамска. В 2017 году он сравнял с землей кирпичную постройку XIX века в Краснокамском районе. Здание входило в число 26 объектов Николо-Березовского архитектурного комплекса. На его месте мужчина построил бревенчатый жилой дом. Уголовное дело было направлено в суд, а прокуратура потребовала возместить причиненный ущерб. Согласно расчетам, ориентировочная стоимость восстановительных работ утраченного объекта культурного наследия превышает 3,5 миллионов рублей. Разрушенная церковь стоит около слияния трех рек – Белая, Ашкадар и Стерля. По одной из версий, именно с этого места начинал строиться Стерлитамак. Спустя годы территория обросла частными домами. Теперь район считается окраиной города. О старинном храме рассказывали на федеральном телеканале. На всю страну Андрей Лейхнер говорит, что мечтает восстановить культурный памятник. Так, может, пора вспомнить свою историю. Когда мы с ним разговаривали, он сказал, что хочет восстановить церковь. Там с одной стороны река, с другой стороны частный сектор, и другую половину выкупил участник. Лилия Курбанова, Булат Закирьянов, Александр Лысенко и Булат Садриев. Итоги недели. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой далее. Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Уфе превышен на 13%. Только за последнюю неделю острую респираторную инфекцию подхватили свыше 21 тысячи жителей республики. Больше половины – это дети от 3 до 6 лет. Растет и число заболевших гриппом. Такой диагноз поставлен 140 жителям республики. При этом, если в целом по России лидирует штамм свиного гриппа, то у нас в регионе таких случаев единицы. Пострадавший от рук учелинского стрелка Зариф Хилажев встал на ноги, самостоятельно ходит, хорошо ест и идет на поправку. Придя в себя после комы и 11 дней реанимации, он решил, что будет жить ради детей. О том, что супруга скончалась, ему уже сообщили. Сейчас мужчина продолжает лечение в отделении травматологии Республиканской клинической больницы. Добавлю, в результате стрельбы в ту ночь в Учелах погибли 4 человека. В Ишимбае сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела полиции Андрея Пугачева. В отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в значительном размере. По версии следствия, с сентября 2017 по май 2018 года начальник отдела полиции получал незаконное денежное вознаграждение от организации, занимающейся эвакуацией автомобилей. В частности, за каждый направленный на стоянку автомобиль полицейский получал по 500 рублей.
Поэт-песенник, обманувший 34 семьи на 47 миллионов рублей, пойдет под суд. Эдуарду Ишбаеву грозит срок за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина обещал гражданам помочь приобрести квартиру в Уфе по льготным ценам. При этом злоумышленник представлялся помощником депутата, сотрудником администрации. Для убедительности демонстрировал фотографии с чиновниками, рассказывал о своих связях в различных ведомствах. Обвиняемый заключен под стражу, свою вину он признал. Цирк Шапито в Уфе все-таки закрыли. Установлено, что кладовая, фойе, кассы и административно-офисные помещения цирка не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. К тому же в здании недостаточное количество эвакуационных выходов, чтобы в случае ЧП вывести людей и животных. А вот у щенка, обнаруженного в мусорном пакете, теперь новый дом. Малыша удалось пристроить в добрые руки посредством репоста в интернете. Новую хозяйку растрогала история найденыша. Щенка обнаружили в мусорке, он был завернут в полиэтиленовый пакет, целлофан был намотанный на голову и тщательно завязан. Котенок уже пришел в себя, у него отменный аппетит. Несмотря на нечеловеческую жестокость, с которой столкнулся щенок, он легко идет на руки, но пока боится оставаться один. Молоко с бактериями, творожок от 6 месяцев. Опыт молочной кухни Уфимского центра детского и диетического питания будут тиражировать по всему Башкортостану. К слову, это единственное в своем роде учреждение в республике, которое кормит тысячи малышей до 1,5 лет ежедневно. Но это только в Уфе. В других городах ситуация иная. Здесь грудничкам дают сухие смеси, а это совсем не то, что нужно, говорят молодые мамы. Для аллергиков они могут и вовсе быть опасными для жизни. Подробнее Азат Самирханов. Ивану всего годик, у малыша дерматит. Высыпание на ногах – это аллергическая реакция. Родители перепробовали сотни вариантов питания. Хорошим подспорьем стала бы молочная кухня, но ее в Иглино нет. И вместо свежего молока им выдают сухие смеси. На нее все равно в период обострения, на нее тоже идет реакция и появляются высыпания. Нам нужно получать именно с молочной кухни уже готовую продукцию с обогащенными бактериями. Срок годности у такой продукции всего 48 часов. 3 раза в неделю Пивоваровым приходится ездить в Уфу и приобретать диетическую продукцию для младенцев. Тысячи литров молока здесь перерабатывают каждое утро. Производство почти полностью автоматизировано, а ассортимент продукции предназначен для самых маленьких потребителей. На молочной кухне Центра детского и диетического питания несколько цехов. Вот в этом кисломолочная продукция. Здесь маленькие бутылочки разливают молоко и на специальном аппарате стерилизуют. Ну а здесь проводят лабораторные исследования. Давайте узнаем, каким образом. Здравствуйте. Здравствуйте. Контроль качества? Да, контроль качества. Вот определяем плотность молока ареометром. Жир у нас определяется лактаном. Жир, белок, плотность также. Ну, перепроверяем через ареометр. Кухня начинает работать в 7 утра. К 9 на раздачу уже спешат мамы, папы и бабушки малышей. Одни приобретают молочные продукты за свой счет, другие в рамках социальных гарантий. В их числе и семья Аюкасовых. Если бы еще увеличили бы срок получки до 3-летнего возраста ребенка, еще было бы идеально. Это вот сейчас дочке будет в марте 1,5 года, и все, мы больше не будем получать продукцию. Жаль, конечно. В год на эти цели из бюджета выделяют почти 20 миллионов рублей. Денег хватает, чтобы обеспечить молоком 1500 малышей в столице. Но по достижении 1,5 лет льгот у малоимущих семей не остается, хотя желание потреблять диетическую продукцию есть. Да и сами производители говорят, что отказываться от такого типа питания нельзя. Ребенок с 8 месяцев получает эту продукцию, потом идет в садик от Октябрьского и Орджоникидзевского района и получает эту продукцию уже в детском саду. Он привык. Потом он идет в школу, такая же история. Но это уже вопрос бюджетных возможностей, равно как развитие диетического питания в регионах Башкортостана. На этой неделе в Стерлитамаке провели пусконаладочные работы на новом производстве, но лицензий на выпуск продукции нет. А ведь в перспективе она могла бы обеспечивать грудных малышей свежим молоком и кефиром во всех городах на юге Башкортостана. Мы обследовали весь рынок и разделили их на зоны, посмотрели, что сельское население у нас не особо нуждается в кисломолочной продукции, взяли только городские зоны
и определили, что нам нужно где-то в 5 зонах республики создать такие молочные кухни примерно с одинаковым количеством детей. В советские годы, да и на рубеже веков, молочные кухни были в каждом райцентре. Сегодня остались только в столице. Проанализировать необходимость молочной продукции по другим городам Башкортостана поручил Минздраву Ради Хабиров. Может быть, задуматься о создании неких таких центров диетического питания, детского питания. Оно, может быть, нужно. Если в этом есть какой-то эффект, надо посмотреть. Это же, соответственно, деньги считать надо. Но на самом деле это большая проблема, опять же, связана с нашим здоровым поколением, с нашими детьми. И опрос населения уже начат. По его итогам будут приняты решения о том, в каких масштабах будет развиваться сеть молочных кухонь в регионе. Азат Смирханов, Артур Илаев, Азат Тузбеков. Итоги недели. От услуг молочной кухни не отказалась бы и героиня нашего следующего сюжета. Рядовой фельдшер из небольшой деревни Нижняя Бобина. Ирина Сальмаева. Совсем недавно она вновь стала мамой, в 3-й раз. Но знаменитой на всю республику стала еще раньше, когда по причине беременности пропустила одно из главных политических событий года, на которое приглашение выслали под подписью Ради Хабирова. Все подробности у Азата Садреева. Ирина Сальмаева нежно обнимает долгожданную дочку. С мужем Маратом фельдшер уже воспитывает 2 сыновей. И вот в доме появилась будущая помощница мамы. Радостное событие стало причиной того, что женщине пришлось пропустить одно из главных политических событий года. На послании главы республики к Государственному собранию она должна была сидеть в зале со своим супругом. И местные жители очень ими довольны. Вот Марат Сальмаев сейчас находится в этом зале. Вот мы их приглашали с его супругой, тоже врачом. Она не смогла рискнуть ехать по зимней дороге. Мне, конечно, было обидно, что я не смогла попасть на это собрание. У нас были более важные дела. У нас родился 3-й ребенок. Пока жена занята домашними хлопотами, глава семьи спешит на стройку. На полученный 1 000 000 рублей по программе «Земский фельдшер», дали по 500 000 каждому, супруги строят собственный дом. Новое жилье уже почти готово. Осталось провести отопление, завершить внутреннюю и внешнюю отделку. Сейчас стоим на очереди по программе устойчивого развития сельских территорий. Надеемся в скором времени получить эти деньги и достроить дом. И наконец-то уже переехать в свой дом. А то за квартиру платим по 5000 в месяц, из зарплаты тяжеловато, конечно. На новоселье Сальмаевы планируют позвать в гости руководителя республики. С Радием Хабировым фельдшеры познакомились во время его рабочей поездки на северо-восток региона. Ну а пока Марату приходится работать за 2. В период обострения простудных заболеваний пациентов стало больше. Условиями работы фельдшер доволен. В ФАПе просторно, светло и тепло, оборудования и медикаментов хватает. Единственное, что отсутствует, так это центральное водоснабжение и канализация. Чтобы наполнить умывальник водой, приходится бегать с ведром до ближайшей колонки. Фельдшерско-акушерский пункт почти в 2 раза старше своего заведующего. Он расположен в здании 1962 года постройки. Конечно, не мешало бы новые современные медучреждения, говорит Марат Сальмаев. Об этом же мечтают и сельчане. Пока же довольствуются тем, что есть. Благодарят за то, что скоро здесь же смогут оформлять больничные листы, не выезжая для этого в центральную районную больницу. На территории ФАПа есть не одна организация, там много рабочих. Для них, конечно, было бы удобно получать больничные листы у нас. В ближайшее время мы должны пройти обучение, получить сертификат. Нехватка фельдшеров и узких специалистов до сих пор остается проблемой для многих муниципалитетов. И для ее решения Ради Хабиров дал районным властям карт-бланш. В случае необходимости республика готова возместить расходы местных бюджетов, направленные на привлечение и поддержку молодых специалистов. При этом и спрос будет с самих чиновников. А тем временем Сальмаевы еще не задумывались о том, кем станет их дочка в будущем. Но однозначно не против того, что когда-нибудь и она наденет медицинский халат. Азат Садреев, Роберт Давлетбердин и Антон Барков. Итоги недели. Мечетлинский район. Чемпионы вырастают рядом с чемпионами. На неделе башкирские спортсменки вернулись из Астаны с международного турнира по грэпплингу.
Альфия Алимгужина вместе со своими воспитанницами Кариной Мурзабаевой и Региной Розовой на троих завоевали 4 золотые медали. А ведь такого тренера могло и не быть. После тяжелой травмы Алимгужина хотела раз и навсегда распрощаться со спортом. Репортаж Розы Хабибулиной. Все, сиди так! Сиди так, ничего не делай! Сиди так! Сиди! 20 секунд! Вряд ли кто поверит, что закадровый крик принадлежит хрупкой блондинке. Еще сложнее представить Альфию Алимгужину, чемпионкой мира по самбо, дзюдо и борьбе на поясах. Но лишь тем, кто не знает характер спортсменки, а теперь еще и тренера. Подвигаемся в захватах. Только это не бросайте, подвигайтесь, почувствуйте, поиграйте. Ее воли к победе хватит на 10. В январе успела съездить в Астану на международный турнир по грэпплингу. Обе воспитанницы, и Регина Розова, и Карина Мурзабаева, выиграли золотые медали в своем возрасте и весе. На ковре Б одержала победу Розова. Я получаю больше, чем получала до этого. И я благодарна своим тренерам, то, что они в меня вложили. И также благодарна Альфии. Альфия Алимгужина в довесок стала дважды чемпионкой, победив и в своей категории, и в абсолютке. Разве могла удержаться, когда есть возможность побороться? Да. Вот в вольной борьбе. Отлично! В вольной борьбе разрешены подножки, подсечки. Ее имя прогремело на борцовском ковре, когда в 2007-м в Уфе выиграла чемпионат мира по борьбе на поясах. Никто не знал, что еще 3 года назад Альфия Алимгужина была парализована из-за компрессионного перелома позвоночника. Выкарабкалась. И уже должна была бороться на чемпионате мира по самбо, но на российском турнире порвала связки в коленном суставе. На спортивной карьере едва ли крест не поставили. Однако Алимгужина попробовала свои силы в борьбе на поясах и пробилась в состав сборной страны. Во все это не верилось уже на пьедестале домашнего чемпионата мира. Тогда даже не увидела, что на Уфу-арену приезжал Владимир Путин. Как раз шел поединок за золото. Дорогая для меня медаль, потому что была заработана после основной травмы. У меня был компрессионный перелом позвоночника, я лежала. После этого я восстановилась, и эта медаль для меня очень дорога. Наверное, кто помнит, 12 лет назад я на пьедестале плакала. Я плакала от счастья, что я могла принести еще одно золото России, и играл гимн в мою честь. Она вернулась в спорт. Вынужденно. В борцовский зал отвели маленькую дочь. И здесь же коллеги по цеху предложили Альфии Алимгужиной попробовать тренировать девочек, которые занимались в одной группе с мальчиками. И привыкшая побеждать чемпионка вновь не отступила. Мне намного интереснее смотреть свои результаты, плоды своего, мне кажется, того, что я обучаю. Это намного приятней, тем более на соревнованиях. Это, наверное, меня переполняет огромная гордость, то, что девочки нашей республики показывают такие красивые поединки. В 2007-м гимн России под сводами Уфу-арены прозвучал не один раз. Башкирские спортсмены успешно выступили как в составе сборной страны, так и сборной республики. На правах хозяйки международного турнира столица Башкортостана представила свою команду. Великолепная победа Рустема Арсланова, триумф Рената Яникеева, успех Юрия Сабанова. После этого наши ребята более стали ответственно подходить к всему. То есть это уже определенный был статус. Не только как на сабантуях, как раньше боролись, а уже мы начали бороться на официальные соревнования, были первенства России, чемпионаты Европы, чемпионаты мира. Мы участвовали. Чемпионат мира по борьбе на поясах подарил республике именитых атлетов, которые сейчас стали наставниками и развивают спорт. К примеру, Ренат Яникеев также тренирует в Туймазах. Воспитал победителя первенства мира и продолжает свою работу. Юнир Ильясов работает в Федерации по борьбе Куреш. Венер Хайбулин помогает в организации состязаний. Рустем Арсланов тренируется здесь, в Уфе. Продолжает работать над собой и заниматься воспитанием спортсменов. Я уже сам перешел уже в тренерскую деятельность, как бы для саморазвития, что-то новенькое увидеть. Это тот самый случай, когда инвестиции оправдывают себя и приносят дивиденды. Чемпионы мира, научившись сами, воспитывают новых спортсменов. Башкиры должны уметь играть на курае и бороться. Роза Хабибулина, Татьяна Никанорова, Азат Петров и Айдар Шарипов. Итоги недели. Такими выдались уходящие 7 дней в республике. Встретимся в следующее воскресенье. Будем вместе подводить итоги недели. До свидания.